вот смотри, я просто хочу, с Леней случилась такая штука, он сейчас подробно про это расскажет. Леня полгода назад, да, правильно скажу? В начале года. В начале года заболел раком. И все остальное, вы сейчас посмотрите трейлер фильма. Не надо меня жалеть. Который, я тебя не жалею. Который называется «На 3 буквы». Поймете почему. А потом мы с Леней... Это название болезни и того, как я к ней отношусь. Ну, чтобы было понятно. Смотрим трейлер. Всем привет. Я Леонид Канфер из Украины. Снимаю документальное кино. Я много лет проработал военным корреспондентом и реально много раз мог погибнуть в зоне так называемых горячих точек. Это, я не знаю, Чечня много раз, Афганистан. Этим полицейским по 20 с лишним лет, и они, конечно, не помнят советско-афганскую войну. Российско-грузинская война в Южной Осетии. Донбасс, Украина. Вперед! Вперед, пошел! И много раз был под обстрелом, в том числе и артиллерийским, минометным. Ложись! Ебать, это что наше? И мне казалось, что я уже какой-то заговоренный, и ничто меня взять не может. Это очень страшно. Но я подозревать не мог, что вообще самая главная опасность меня подкарауливает совсем в другом месте. Я хочу представить самый необычный для себя фильм. Я не собирался его снимать. Он меня нашел сам в виде 5-сантиметровой раковой опухоли у меня здесь в голове. Я подумал, окей, ну рак так рак. Рак это, наверное, не самый плохой повод подвести какие-то итоги своей жизни. Детский мат гражданскому обществу в 4 хода. Афганистан пытается говорить с остальным миром на одном языке. Здесь в тундре проживает самый дорогой избиратель в России. Это как в анекдоте, не знаю, кто это был, но шофер у него сам Рамзан Кадыров. Мне повезло, я успел застать на обломках Советской империи ростки свободы. И их стремительное перерождение в авторитаризм, даже диктатуру. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Все, что сейчас происходит с моей профессией, она как раковая опухоль мутирует в пропаганду. А потом выяснилось, что просто эскалатор вез нас наверх, но один потом в библиотеку, а другой в бордель. Мы просто ехали на общем эскалаторе. И в реальности отправляет обманутых людей воевать в окопы Сирии, в окопы Украины. Этот фильм не только про меня. Этот фильм про моих друзей, коллег, журналистов. И он мне говорит, надо спасти архив. Он умирал, а беспокоился об архиве. Героев моих прошлых фильмов. У нас вымогали деньги. Санитарка говорит, вы должны мне заплатить. Кто так же, как и я, сейчас борется с опухолью внутри себя, внутри своего организма. Я сижу и думаю, господи, мне 37 лет, у меня 2 детей, у меня рак, у меня метастазы. Мной вообще никто не хочет заниматься. И с метастазами несвободы в том мире, в котором мы живем. Я не могу сидеть в России и ждать 5 или 10 лет, пока сдохнет эта сволочь. Мне впервые придется быть одновременно и автором, и главным героем. Я не знаю, как скоро закончится эта история. Любой человек, который способен на внутреннее сопротивление, Леня, вы нужны здесь. У меня не так много времени остается, чтобы понять, что я могу успеть и что останется после меня. Пока этого кино нет, никто не хочет. А когда оно будет, важно, чтобы его увидели. В общем, добро пожаловать в мою жизнь.
Вот такой фильм, он создается сейчас, и я сам наблюдаю в процессе в Фейсбуке у Лени, за тем, как он создает этот фильм и создает свою жизнь, вот сам, да, жизнь после, не смерти, но после опухоли, да. Я больше ничего не хочу говорить. Леня, расскажи, что это за проект, и что это будет, и что это сейчас. Фильм не про смерть, фильм не про рак, он про жизнь. И каждый человек, который сталкивается с таким вызовом, он, конечно, оборачивается назад, чем он жил, не зря ли. И поскольку я жил 20 лет журналистикой, то я обернулся назад и посмотрел, а что стало с нами, с нашим поколением журналистов, которые застали свободу, еще перестройку, раскрытие каких-то свобод, падение барьеров, и кто сейчас увидел, как это все быстро сворачивается. Да? В тех странах, в которых я жил и работал, Беларусь, Россия, там, Украина также. Неутешительный вывод, что профессия практически уничтожена. И причем во многом и руками наших самих. И не конкретно нас с тобой, а наших коллег, с которыми мы дружили, с которыми мы много времени проводили. Сегодня они работают на пропаганду. Пропаганда, ложь – это такая же раковая опухоль, да, метафизически, если говорить. Ложь приводит к пропаганде, пропаганда приводит к войне, война приводит к Аушвицу. И мы это знаем, да? А потом к Нюрнбергу. Дай бог. Я считаю, что да. Дай бог до этого дожить. Я лично собираюсь только ради этого даже. Вот, собственно, фильм об этом, о журналистике, о свободе. Рак – это всего лишь драматическая составляющая этого фильма, моя личная история, которая развивается, в которой есть интрига для меня самого, чем она закончится. Чем она закончится, когда она закончится, я этого не знаю. Но ты про операцию ты сделал? Не сделали операцию, но, к сожалению, опухоль вошла в неоперабельную зону, и часть ее осталась, и у меня все в порядке, пока она не растет. Как только она начнет расти, у меня будет уже не очень все в порядке. Но все очень просто. Я об этом совершенно не думаю, потому что от меня ничего не зависит. Она будет расти в какой-то момент так или иначе. Какой смысл мне об этом думать? Да? Вообще надо думать всегда о жизни, пока ты живешь. О чем ты думаешь сейчас? Думать о смерти бесполезно, бессмысленно. О чем ты думаешь? У тебя все рухнуло в один момент, насколько я понял. Вот расскажи мне свою личную историю. Этот год меня полностью обнулил. Проблемы со здоровьем, у меня распалась семья, я ушел на съемное жилье, я потерял официальную работу. Но я тебе скажу, что этот диагноз, он очень четко проявляет все, что вокруг тебя было настоящим и ненастоящим. Все чувства, все отношения, друзей, все буквально. И то, что ушло, оно было не настоящим. То, что ко мне вернется, значит, оно будет настоящим. Я сейчас, самый главный мой проект, я хочу создать в Украине центр документального кино, которого нет. И вообще нет документального кино, нет школы репортажной документалистики. Ты сейчас врагов себе наживешь. Как это нет? Нету. Я могу сказать, что если говорить о больших национальных каналах, да, есть контент двух видов, по большому счету. Это либо развлекательный контент, все эти вот шоу, да, разного вида, либо информационно-политический, с помощью которого олигархи скармливают нам какие-то месседжи. Да. У нас олигархическое ТВ, национальные каналы. Не было бы их, не было вообще ничего. Но дело в том, что мы понимаем, что с какой кнопки кто нам хочет что-то сказать. Да? Вот эта ситуация такая. Но нет контента общегосударственного, да, который был бы нацелен на то, чтобы в этой стране ее цементировать. Я имею в виду просветительское ТВ. Вот все говорят, документальное кино, да это скучно. Это не дает рейтингов, это не монетизирует, да ничего подобного. Не знаю, я твои фильмы смотрю от корки до корки. Прямо... давай, слушай, знаешь что, нам режиссер говорит, что у нас есть звонок в студию. Я хочу, чтобы ты поговорил с нашими зрителями. Здравствуйте, откуда вы, кто? Айдар Эфенди, салам алейкум. Леонид, добрый вечер. Добрый. Я смотрю вашу передачу, и то, что касается вашей болезни, я бы хотел вам пожелать... Рак – это еще не конец жизни. Рак – это, наверное, образ жизни теперь у вас будет. Мне тоже когда-то врачи сказали, что пожизненная инвалидная коляска будет. Но благодаря своих друзей, родственников, самых родных моих, мы преодолели эту болезнь. И слава Богу, на сегодняшний день я хожу, двигаюсь, езжу, работаю. Я вам желаю,
что болезнь отступила. Спасибо. При вашей... Спасибо. Не собирался вообще говорить про болезнь. Спасибо огромное. Я много получаю таких вещей. Но я тебе хочу сказать, что я запустил еще новый Спасибо проект. большое нашему зрителю Новый проект в соцсетях. за то, что он позвонил, потому что на самом деле многие наблюдают и читают, и переживают за тебя, потому что, ну, на самом Спасибо. деле, есть сопереживание, на самом деле. Как говорят, слушай деньгами. Я шучу. Я действительно получаю очень много откликов, и очень много людей, которые оказываются в сложной ситуации, жизненной и связанной со здоровьем, они не понимают, где искать силы для того, чтобы жить. Я пытаюсь сейчас своим примером доказать, что жизнь – это здорово, даже рак – это жизнь. Да? До последнего дня – это жизнь. И я сейчас 365 дней, я веду видеодневник, видеоблог такой во всех соцсетях, где я говорю: ребята, я за один год все, что мне обнулилось, я всего этого достигну. Я вам покажу. Я всегда мечтал сесть на шпагат, как Ван Дам. Блин, я сяду. Честно тебе говорю. Будет смешно, ты на шпагат. Не надо. Ладно, я не буду смеяться. Да. Центр документального кино, он будет. Он будет. И этой стране он нужен, потому что нужно рассказывать о преступлениях советской власти в Украине. Те, кто смотрит сегодня на Россию, говорит: вот там лучше. Надо им показывать эту Россию, какая она есть сегодня. Надо им показывать. Хотят они получить Россию? Окей, мы вам покажем. Что это такое? Да, хотите, пожалуйста, мы вам это все расскажем. Это все нужно делать, и это очень важно с точки зрения просветительской функции. Защиты страны. И рассказывать, да, что такое Украина, что такое европейский центр, что такое история Европы. Это можно делать очень интересно, потому что документальное кино – это тоже кино, а кино – это история. Все хотят интересную историю. Это история сейчас, история нашей нынешней жизни, твоей и страны. Да, но это истории, которые рассказывает кино, да? В которой есть интрига, драматургия, кульминационные точки, есть целая технология, как делается кино. Как в фильме «Мимино», да, говорят: вот документальное кино неинтересно. Это значит, у вас не умеют готовить долма просто. Как говорил Макрачев. Лень, ты боишься умереть? Что? Ты боишься умереть? Все боятся умереть. Но я тебе скажу, что в связи с тем, что у меня сейчас я оказался один, страшно не умирать. Страшно умирать одному. Ты не один, Лень. И умирать ты не будешь. Ладно, будешь ходить с утятницей рядом. Я говорю: уйди, может, байк, уйди отсюда. Я знаю. Не, я вообще не собираюсь умирать. Слушай, это хорошая история, которая тебе дает срязку, пендель в жизни и говорит: так, чувак, ты жил неправильно, у тебя есть шанс пожить правильно. Короче, смотрите на Канфера, будьте как Канфер.